Непристегнутый водитель, несанкционированная реклама или непорядок на улицах. С гаджета прямо на стол исполнителей. Удобно, бесспорно. Правда, авторитет и популярность народного контроля все же вызывают вопросы. Вы слышали про систему народный контроль? Нет. Народный контроль. Я это не слышала. Как Почему не обращаюсь? Смысл не вижу. Конечно, не всегда заявки проходят. Приходится ждать долго. Лилия Желтухина – одна из немногих активных пользователей народного контроля. Быстро, говорит девушка, но с досадой продолжает. Формальный подход к решению проблем. Молодая мама просила осветить дорогу к детскому саду. Юридически ответ правильный, а вот по-человечески родителям до сих пор приходится наматывать километры. Приходится ждать долго. Иногда просто завершают заявку и ничего не решают. А иногда, конечно, спасает это. Наличие отказов и отложенных решений модераторы системы не отрицают и сетуют на невозможность оперативного решения всех проблем. Заявки, они и повисают, скажем так, на больше года срока, потому что в городе, например, пишут, что сделайте двор, вот, все сразу, одновременно, понятно, не может быть сделано. Число обращений с каждым годом растет, но для миллионной республики цифра в 40 тысяч не показатель. Очень много заявок поступило в середине года, и бюджет уже сверстан. И поэтому, безусловно, это уже решение откладывается на следующий год или через год. Аналог народного контроля, народный инспектор, набирает обороты. На помощь к полицейским подоспели 44 тысячи заявок. Самая популярная категория – парковка на тротуаре. С момента запуска приложения скачали, установили более 90 тысяч раз. Для удобства пользователей системы проходит апгрейд. Появляются и анонимные заявки в случаях с оборотом алкоголя и коррупцией. Так авторы платформ надеются сделать народный контроль безопасным для самого народа. Салават Мухаммадуллин, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань.